Друзья, ассаламу алейкум. Всем доброго времени суток. Дидика Хилма серия. Давно мы с вами не общались, давно я не выходила. Кстати, очень много девочек пишут, что скучают по этим посиделкам, именно киса по старым видео, как вы с нами общались, разговаривали. В общем, ну, начнем мы снова. Сейчас, Софиша, иди поздоровайся с зрителями, пожалуйста. Не, сюда, подойди, сзади меня стань. Сзади меня стань, пожалуйста, сзади меня. Всем привет. Угу. Софишки. Мам, а есть ведро, чтобы собирать эту малину? Малину? А в холодильнике, посмотри, там еще не положили ведро. Морозильник, Софиш. У нас начался сезон, да, дети собирают малину. Дуя, что, Ведер? Маленькая нужна, маленькая. Маленькая. Сейчас я посмотрю. Можно и тарелку? Я смотри, а вот и Только Гоума есть? Да, Гоума есть. Дайте мне записать ролик, пожалуйста. Дети пришли, так хорошо помогают, друзья, собирают малину. У нас малина уже спеет хорошо. И уже, кстати, я говорила, но это я в Телеграм закидывала, о том, что принимаю заказы на варенье, на малиновое, горное, хорошее, без всякой химии, хорошее варенье. Поэтому я принимаю заказы. Девочки, вы давно говорили, писали мне многие, что скучаете по этим общениям. Кстати, будет у нас скоро, часто будет такая рубрика «Ответы на вопросы», потому что задают вопросы, в комментариях отвечаешь, люди приходят новые, и вообще это все не то. Нужно вот именно записывать ролик, как раньше, в добрые времена, да, как часто я выходила, под навесом любила записать ролик, да и в доме, и ну даже, знаете, что не было вот этой палочки штатива, и я вот ставила духовку обычную, да, в духовку опирала вот так с наклоном телефон и делала запись, да. Тогда вначале было сложно, но тогда, знаете, очень много было людей, таких, знаете, новых, которых я еще не знала, которые только пришли, вот с которыми я познакомилась. По сегодняшний день мы общаемся. Спасибо вам большое, как я и говорила, вы моя семья, спасибо, что вы у меня есть. Шум, плитку, кладет плитку, кафель в доме, уже в кухне почти заканчивает. И, знаете, там поверхность, перед тем, как класть плитку, нужно хорошенько ее с пылесосом очистить, прежде чем класть плитку. Но вот сейчас занимается, все равно шум. Дверь закрыть попросила, но все равно гудит, шумит. Ладно, друзья, вы многие писали мне, в личку пишите, девочки, что потеряли меня, выпала я из колеи. Да, девочки, да, действительно, вы абсолютно правы. Выпала так выпала, друзья. А всему этому, знаете, много, как сказать, чего рассказать. Я не знаю, в одном ролике я успею это сделать или нет, но постараюсь. Ну, друзья, большие проблемы со здоровьем начались еще у меня зимой, да, зимой. Что именно? Ужасные боли низ живота и спина одновременно. Встать для меня проблема каждое утро с кровати. И когда более-менее так вот расходиться мне в течение дня, потом-то уже мне становилось легче. Ну а вообще встать утром, спина ужасно болела. Ужасно. И низ живота ужасно. Я уже, знаете, я сама себе поставила разные диагнозы уже давно. Уже что я себе только не понавыдумывала. Но я никак не могла вот с посылками, с постоянной, куда-то я еду, приезжаю на почту за товаром. Я не могла вот это время найти себе, выбрать, чтобы поехать провериться. И так я затянула с этим, да, что уже пришла вот по вот этот момент, уже до июня месяца я дошла, с самой зимы, где-то до конца ноября, вот с декабря, вот это вот все уже началось у меня.
эти ужасные боли просто. И досидевшись до этого, я уже, знаете, поймала себя на мысли, что я сама отталкиваю поход к врачу. Я боюсь туда идти. Я уверена, что мне скажут что-то плохое. Вот я уверена, что мне скажут что-то плохое. Вот я дошла до этого момента. Я никак не могла поехать к врачу, провериться, чтобы посмотреть, что вот целый букет документов, все, и анализы здесь, все прошла. Но еще не до конца. Еще нужно ехать мне в понедельник. Вот, мне вместе с Висханом. С Висханом, кстати, тоже мы ездили, проверялись. Тоже проблема есть. У Висхана у нас, знаете, какая проблема? Немножко перейду от темы. Мне давно мама говорила, Киса, ему надо к кожному врачу. У него что-то с кожей. У него, знаете, во-первых, сильно перхоть в голове, да? Прям вот он сейчас побрился на лысо, прям лэп стоит на голове. А когда чуть-чуть он так подерет, или там Анжела любит перхоть убрать, прям вот, знаете, прям вот, ну, раны в голове, раны, да, это раз. Глаза красные, вот, краснеют аж на глазах, как аж перхоть, да, глаза краснеют, вот, как перхоть. Потом, что у него еще? Сухость кожи, страстная сухость кожи. Я сейчас не знаю, здесь есть у него его заключение, нет, Висхана среди моих. Сейчас даже зачитаю вам диагноз Луи Висхан, 2001 год, 16.07. Диагноз ксероз кожи. Вот. Сопутствующий диагноз – это фолликулярный гиперкетароз. Значит, они назначили лечение ОАЭК, БХ крови, ферритин, витамин 12, витамин D25. Все это ТТГ, это все нужно сдать. Это мы в понедельник займемся. Второе. Ирунин 100 грамм по одной таблетке один раз в течение месяца. Изопринозин 500 миллиграмм по 2 таблетки 3 раза в день 14 дней. Низорал шампунь вечером нанести на влажную кожу головы, оставить на 10 минут, смыть 14 дней. Курс. Белобаза крем утром, вечером на всю кожу тела. И на постоянной основе. Радивит мазь на стопы и кисти 3-4 раза в день длительно. И явка через 14 дней. Вот то, что назначили Висхану, а диагноз ксероз кожи. Как бы, да, проблема есть, но это все лечимо. Если кто с этим сталкивался, напишите, пожалуйста, может, что-то кто-то знает об этом, знаете, когда люди пишут свои моменты, что у людей это что-то было такое, кто проходил, кто как лечился. Хотя хороший врач очень. У нас платная клиника Берс в Грозном. Очень хорошие специалисты там. И там, кстати, очень хороший женский врач. Вот именно этот единственный врач, который помог моей сестре. Да, в свое время она, бедная, куда только не обращалась. Они ездили в Питер, и в Москву, и везде, и в Ростов мы с ней вместе ездили, потому что у меня на тот момент тоже было 2 детей, Софишки еще не было, хотелось бы, конечно, чтобы была Софишка, но тоже не было, и мы с ней вместе ездили, в общем, в итоге ей помогла женщина, Эльза, она работает в клинике Берс, Муртазалиева Эльза. Чеченская республика, город Грозный, улица Пионерская, 43А, медицинская клиника Берс. Это ни в коем случае не реклама, девочки. Это то, где действительно женщина уже в возрасте, она много лет работает, она еще той закалкой, знаете. Вот эта женщина, она очень хорошо помогла Хадиже, очень хорошо помогла. И к ней то, что я обратилась, меня вначале направили, мне 2 направления вообще изначально посоветовал, терапевт сказал, это к женскому врачу и сделать МРТ
именно вот место, где у меня болит. Ну, вот поясница здесь внизу. Вот МРТ сказали сделать и к врачу. Но сначала я пошла, конечно же, на УЗИ, посмотрели сразу. Там у нас работает женщина, тоже давненько она делает уже УЗИ. Вот. Я сначала попала к ней. Я очень боялась, друзья. Я была уверена, я не знаю, я была уверена, что мне скажут что-то связанное с онкологией. Вот как хотите, хоть убейте меня. Да, у меня раньше была на этом, я была зациклена. И потом, как сказала моя родственница, кису вылечил YouTube. Да, действительно, меня вылечил. И не одна, причем родственница это сказала, что кису полечил YouTube. Да. Как я вышла на просторы YouTube, стала работать здесь, я как-то стала это гнать от себя. Мне некогда, я постоянно занята, эти мысли. А так тоже чуть что заболит, чуть что не так, там какие-то все. О, онкология. А почему, я не знаю, почему я вбила себе в это в голову? У нас в роду никто не болел. А я понимаю теперь почему. Потому что я вижу, что вокруг происходит. Не знаю. Куда ни глянешь, эти сборы бесконечные. Люди просят о помощи. Болеют очень много. Откуда эта зараза берет, я не знаю. Я не знаю, друзья. Ну, в общем, на УЗИ она уже у меня успокоила хорошо. Сказала, что ничего страшного нету абсолютно. Мелкие проблемки есть, но это все лечимо. И, конечно же, назначила она мне вот здесь рекомендована консультация врача женская. Да. Я к ней пошла. Мы с ней, я не знаю, я была с Афишкой. Мы с ней, друзья, часа полтора просидели. Но она меня осмотрела, конечно, все. Мы с ней разговорились, подняли эту тему. И как бы, вот, в связи с тем, что когда Хадижа у нее лечилась, мы много-много об этом говорили, разговаривали. Очень прекрасный человек, грамотный врач, очень грамотный врач, хорошая очень женщина. Она мне тоже сказала, киса, страшного нет ничего совершенно тебе, но тебе надо, киса, с теми проблемками, что у меня есть, а у меня есть миома, и она со мной очень давно, лет 10 точно, я наблюдаю ее, вот я сколько лет ездила вот в Ростов, в Таганрог, ну, к родственникам, к себе туда. И я, если ехала в гости, я сразу ехала на проверку. Я обязательно проверялась у врачей, ездила, наблюдалась. У меня все эти УЗИ есть. Я тот человек, который чуть что, если случилось бы, я сразу бежала к врачу. Я поднимала на уши всю свою родню, могла начать вот это, все. Есть там еще? Все уже не выросли. Да? Ну хорошо. Вот, и уже родственники на меня ругались, говорили, да что ты в самом деле, почему ты сразу решила, что это так, да, по-разному бывает и все. Но самое главное, друзья, перед тем, как ехать мне вот завтра в больницу, а дай-ка я зайду в интернет, а дай-ка я почитаю, что там вообще может быть, друзья. Я захожу, читаю, если болит низ живота одновременно со спиной, там мне высветилось и если проблема есть с кишечником, кстати, что для меня странно было, да, я могла предположить там какие-то проблемы по-женски, либо со спиной там, да, что-то, но никак не кишечник. Оказывается, это тоже допустимо. Может быть, если болит низ живота и спина одновременно, это могут быть даже проблемы с кишечником. Вот, это может быть там разные проблемы в спине были перечислены. Но самое первое, что мне высветилось, это опухоли. Ну и все, мне этого хватило, я погрузилась в это страшно. В это во все, я распереживалась, все, земля ушла из-под ног. Но, знаете, наверное, я уже стала мудрее. Я никого не беспокоила, даже со своей семьи. Обычно я всех подниму на уши полностью.
И как я туда еду, уже все буквально, и дети, и мама, все пишут, ну что там, ну что там. А это не просто, чтобы меня не беспокоили, да. Я думала, как бы там ни было, я сама зайду, если что-то страшное как-то переживу в себе там у врача, а потом уже что-то будем думать. Ну, я не знаю почему, я не знаю, друзья, у нас никто в семье не болел, но это навязчивое, вот это, вокруг смотрю, родственники какие-то там дальние, либо просят многие люди помощи, чтобы показала на канале, вот именно болеют. Из 100% 95 это онкология. Это онкология. Я не знаю, действительно, откуда эта гадость берется, но мне искренне от души очень жалко людей. Но я прекрасно понимаю сейчас одно, что очень даже лечимо. Очень даже лечимо. На ранней стадии, сейчас врачи хорошие, все это возможно. Единственное, я вот сама себе дала такое, знаете, указание, клятву, что ли, или не знаю, как правильно назвать. Если вдруг в этот раз ничего страшного не будет, да, ну, такое, что лечимо, но в смысле не опухоли какие-то, да, я этот день запишу себе на лбу, не знаю, в книжке в своей, в паспорте где-то, я не знаю. Вот как мы отмечаем день рождения, как раз в году бывает день рождения, как раз в году бывает Новый год, как раз в году бывает Ураза Байрам, Курбан Байрам. Мы отмечаем, мы это делаем, как-то что-то устраиваем. Вот так вот это каждый год поход к врачу. Но полностью проверить все и жить спокойно. Раньше, в советские времена, насильно же заставляли, правильно? Насильно заставляли, чтобы шли, проверялись. Иначе такого человека, по-моему, даже не допускали к работе полностью, чтобы... Ну, конечно, тогда это все было бесплатно, но это было, да. А сейчас каждый сам за себя, кому важно свое здоровье. Я же говорю, раньше я бежала сама, да, я бежала. Чуть что, я сама. Боюсь, но бегу, боюсь. А вдруг? У меня сестра двоюродная, Ира, вы ее знаете многие. У нее мать тоже умерла от онкологии. И когда у меня очередной раз вот эти были вот моменты пришли, ну, боли какие-то были там, это все. И она меня повезла к врачу, женщина в Таганроге, которая лечила ее мать. Ну, как она сказала, Ира, если бы раньше вы обратились, если бы раньше. А так, у Ирной мамы давно была проблема, но она не обращалась, да ладно, у нее с грудью было. Вот, если бы раньше, мы бы ее вылечили. Слишком поздно, да. Но она сама по себе очень такая полная женщина, но врач вот такой, это Таганрогский онкологический диспансер. Туда мы ездили. Вот. И мы с Ирой приехали к врачу, к ней приехали. Я всю дорогу, с нами был и Ирин муж, и мой, мы ехали, я всю дорогу промыла мозги всем. Я представляю, как это утомляет, но я, знаете, я вот когда это говорила, я вот именно вот этого, я говорила почему, чтобы меня люди успокоили, чтобы они на меня, мне это необходимо было, чтобы на меня гаркнули, чтобы мне сказали, да успокойся ты, да что ты, да все нормально, если бы ты болела, там, ты там то-то, ты там все равно это, я вот хотела от этого. То утро, как никогда, на меня ругался Ирин муж, что ты несешь? Как ты можешь вообще это говорить? Ты что, ненормальная, что ли? Ты посмотри на себя, ты здоровая баба, что ты выдумываешь это все? Нет, я все равно за свое. Уже стоим мы с Ирой под кабинетом у врача, уже стоим под кабинетом. Я на нее смотрю. Это я смотрю на ту женщину, которая потеряла свою мать, да, которая бы сделала все возможное и невозможное, чтобы мать осталась жива. Ну, то есть, чем она мне может сейчас помочь, да? Она пришла со мной, стоит на 3-м или 4-м этаже. Мы приехали из села в этот город. Может быть, у человека были какие-то дела свои, да, но она приехала со мной, мы стоим вот под дверью. Я на нее смотрю и говорю, Ир, как ты, скажи, вот ты, как ты думаешь, у меня не рак? Она на меня так смотрит молча, просто стоит и смотрит на меня. В ее глазах не было злости на меня.
Она просто стоит на меня и смотрит, думает, ну чем я тебе могу сейчас помочь? Ну ты зайди и выйди, ну что я тебе могу сейчас сказать? Ну, хотя дома она говорила, да ничего страшного нет, но вот уже вот мне заходить. И мы тогда очень еще смеялись. Мы заходим в кабинет, и она заходит, и Ира со мной заходит, и говорит, Наталья, по-моему, как-то ее, по-моему, Наталья как-то, вы извините, я сейчас выйду, это вот сестра моя двоюродная, с Чечни приехала, она вот говорит, а я ж там, друзья, о, какая была далекая фантазия, это ужас. Ой, у меня такие прекрасные дети, у меня такая хорошая семья, у меня такой хороший супруг. Если я вдруг это потеряю, ой, если вдруг я буду знать, что мне с ними придется расстаться, я же в этом... Она вот говорит, что у нее прекрасная семья, что у нее дети такие. И эта женщина начинает сильно смеяться. Садись, говорит, на осмотр. Она это сказала, друзья, у меня земля ушла из-под ног, слезы катятся, а вдруг онкология сейчас? А вдруг скажет, вот, ну, вдруг скажет, как с этим жить дальше? Я же просто, я не знаю, я не смогу успокоиться. Я сама себя еще больше накручу, я еще сильнее что-то хуже сделаю. Ну, такой дурной характер. Ну что? Она осмотрела, все хорошо. Абсолютно ничего плохого не вижу. Совершенно ничего. Еще езжайте на УЗИ ничего тебе плохого не скажет. Она просто осмотрела, пощупала все это. Ничего не вижу. Я бы сразу поняла. Уплотнение там где-то что-то. Но для успокоения съезди, вот я тебе дам адрес, хороший УЗИ, там есть по Морозово в Таганроге. Поехали на УЗИ, сделали все хорошо. Я выскакиваю с этой больницы, бегу. А еще что, знаете, зашел этого Ириного мужа, там была какая-то знакомая. Вот. И он попросил, по-моему, что ли, чтобы без очереди пропустили как-то, ну что-то такое, что вот волнуется женщина, издалека приехали. И вот он стоит, и никого нету. Ира, мой супруг, они там внизу, около машины где-то стоят или сидели, я не помню. А вот он зашел, он попросил, чтобы меня провели, но он остался ждать там. И вдруг я выскакиваю, такая рада, подбегаю к нему, говорю, Валера, у меня все хорошо, я буду жить. Тю, чокнутая такая, ненормальная, он это что-то тут акцент, этот говор, этот украинский немножко такой, знаете, ненормально. Я тебе казав, то ты здоровье всех здоровых, что ты несешь оце? Как еще укрыл меня, знаете. Но это уже были слезы радости, знаете, это уже... И мне надо было, чтобы он меня там укрыл, да, чтобы он на меня вот так вот, да. Я сразу сказала, ну что страшного с тобой. Вот есть люди, которые умеют поддержать, да, которые вот... Да. И сейчас. Но сейчас вот ехала, никого не было, со мной был супруг и Софишка. Висхан был с нами. Висхан к своему врачу пошел, я к своему. Ну, в общем, именно за то, что я переживала, там все идеально, хорошо. Ну, она мне назначила, во-первых, она говорит, чтобы не переживать D3, она здесь мне очень много. Это очень хороший врач, Эльза, она лишнего писать не будет. Она очень мне здесь написала много-много чего сдать. Вот именно и на кальций, и магний, и гемоглобин, гликолизированный гемоглобин, инсулин, в общем, витамин D, ферритин, витамин В12, магний, ОКС с лейкоцитарной формулой, плюс соя, К1. В общем, она мне много чего здесь назначила. Это просто, чтобы знать. И потом я, говорит, назначу, какие тебе витамины пить, потому что, говорит, киса, дело уже за 40, уже нужны какие-то витамины. Нужно посмотреть. Ну, кальций плохой, кальций, потому что у меня за 3 беременности у меня зубы летели страшно. Друзья, у меня ногти тонкие-тонкие, ломаются очень легко. Тоненькие. Очень такие. У меня кальций вообще слабый, это я точно знаю. Это точно, потому что у меня просто со страшной силой падали зубы. Во время 3 беременностей я потеряла, можно сказать, все зубы свои. Вот тут у меня эта проблема есть, да. Вот, поэтому
пока что временно вот так вот, но на будущее обязательно планирую импланты поставить, эти вот зубы по отдельности, которые там, как они там вкручиваются. Но это опять, это после всех анализов это нужно делать, но обязательно хочу этим заняться, чтобы у меня были хорошие зубы. Я еще довольно-таки молодая женщина, нужно следить за своим здоровьем. Все остальное это второстепенно. Нет здоровья, нету ничего. Как бы с этим меня успокоили. Да, назначили анализы, какие сдать, вот, и назначили мне на понедельник на МРТ. Сейчас я записываю вам, сегодня воскресенье у нас. На понедельник, на завтра МРТ. Но еще есть тревога, немного переживаю, потому что, ну, она говорит, на эти боли могут давать вот эти вот моменты. Здесь смотрите, что заключение это признаки эндометриоза в сочетании с миомой. Ну, вот это вот они могут давать боли на низ живота, она сказала, это может быть, там она назначила мне свечи, все такое, но она говорит, проверь, киса, проверь спину, посмотри по МРТ, чтобы мы это исключили вообще. А вообще я хочу еще, знаете, глотнуть шлангу, хочу сделать УЗИ, там почки хочу посмотреть, вот, ну, брюшной полости, короче, сделать еще УЗИ нужно. Ну, я рада, что мы начали, что я взялась за это дело, поэтому я временно, друзья, выпала из этого. Мне не хотелось ни ролики не записывать, ничего говорить, ничего делать совершенно. Я, знаете, я должна была давно уже сделать с вами, провести этот второй конкурс, друзья. Но поверьте, простите меня, мне вообще не до этого было. Я помню, вы знаете, в таком состоянии, вот я раньше боюсь, но я иду, а сейчас я боюсь, но не шла. Я боюсь, но я не шла. Это что-то было новое. И я никого не трогала вокруг себя. Я не говорила, мне там то-то, то-то. Но они знали, что у меня сильная боль в спине, низ живота. Но вот как-то диагнозов я вслух не ставила. Но сама в себе тлела, переживала очень сильно. Вот это все вот очень сильно, вы знаете, пока я вспомнила, я вперед просила вам об этом напомнить, но я опять забыла. В эту субботу, иншаллах, сегодня воскресенье, вот в субботу следующую мы проведем с вами конкурс. Друзья, пожалуйста, очень прошу, напишите все девочки, кто участвует в конкурсе. Я проверю по блокноту, потому что, может, там были люди, которые приходили, или есть люди, которые уходили, потому что они сказали, мы на следующий конкурс. Поэтому напишите мне, пожалуйста, кто участвует в конкурсе. Еще раз, и мы в субботу, иншаллах, проведем с вами конкурс. Простите, что так задержала. Но вот реально говорю, вот эта вот проблема, она меня в этот раз подкосила капитально. Я слишком ушла в себя, хоть на камере где-то улыбалась, смеялась, но я была никакая, девочки. Я была никакая, это я вам честно говорю. И знаете, у меня есть одна знакомая хорошая, но она у меня и вещи заказывает, и мы с ней как бы общаемся уже. Хорошие такие друзья, скажем так. Вот. И недавно она у меня заказывала очень много химии, порошки, все такое. И я ей высылаю чек о том, что, ну, через транспортную компанию, что я отправила ей химию в тот день, и вдруг она мне говорит, я не буду называть имя, откуда она, просто это очень хорошая женщина. Она мне говорит, киса, я сегодня была у врача, мне сказали, что у меня онкология. Нашли несколько, там, она, по-моему, сказала, опухоли, тоже по-женски пошла проверяться. Она говорит, что она очень давно развелась со своим мужем и всю жизнь посвятила и своему единственному сыну. Вот. И все эти года она не ходила на прием к врачу. То есть, ну, человек полностью забил на свое здоровье. Хотя она такая, один в один со мной, крепкая такая женщина, трудяга. Она все эти года занималась торговлей, тоже возила мясо много, сама за рулем на Москву продавала. Угробила все свое здоровье, насколько это вообще возможно. И я с такой радостью, ну, все, собрала посылку, отправила это все, и вдруг она говорит, друзья, вы не представляете, у меня опустились руки.
Вот честно говорю. Это совершенно чужой человек, которого я в реале не видела, так, только на фото. У меня опустились руки, это до такой степени расстроилась, знаете, но женатый сын, недавно появилась внучка. Внучку, кстати, назвали Софишка в честь нашей. Ей очень нравится Софишка. Она, кстати, присылала Софишке сережки серебряные на день рождения. Может быть, помните, я показывала. Вот. Вот у женщины в жизни ничего не сложилось, да, как бы семейная жизнь. Но она пахала, как за мужика и за бабу, да. И она воспитала сына, выучила, он работает, достойно на работе женился, семья, дочка, Софиюшка. Казалось бы, но не было жизни, а вот сейчас внученька, да, дочки никогда не было, она в нее вкладывает всю свою душу, она вот видно, что она хорошая бабушка, и чистюля, женщина хорошая, ну как бы это видно, да. И тут такое, да, и тем более одна, ну сын, понятно, сын хороший, он есть, все, но он живет отдельно, у него... Ой, простите, своя семья, да, конечно, он будет переживать за мать, конечно, но когда дверь закроется, он пойдет к себе, а мать останется сама с этими мыслями, то она будет сильно плакать, она себя накрутит, она одна, но кто ее еще поддержит? Она говорит: киса, я даже об этом никому, кроме вас, и не сказала, ни сын не знал, никто не знал. И она мне это рассказывает, друзья, в тот момент, когда я вся никакая. Но я не показываю этого, я ни в коем случае не показываю. У меня есть проблема, у меня ужасные боли, но я никуда не иду. В этом состоянии я нахожусь, думаю, вот сейчас вот эти посылки собираю, отправляю. Все, с понедельника, Висхана тоже, все, едем на проверку. Опять проходит еще один понедельник, а потом еще один понедельник, и в общем... Но она мне пишет этот момент, когда я сама на этой волне, когда чуть стоит, я вот остаюсь наедине с собой, с мыслями, или еду в дороге, и эти мысли меня глушат, я переживаю сильно, это все. И я ей как укрыла. Я говорю: вы что это панику подняли, говорю. Ну и что сказали, говорю. Врачей много, и, может быть, что-то там не досмотрели, что-то, а еще опухольное образование, они бывают доброкачественные. Это, киса, мне сколько, я 20 чем-то лет не была у врача. Я говорю: плохо, что не были, Ирина, вот очень плохо. Вот у меня не было 1,5 года, я 1,5 года назад ездила, или 2 уже прошло, или 1,5 куда я ездила? Астрахань. В Астрахань проверяла, там я проверилась, да. И то уже, сколько время прошло, уже переживаю, да, уже переживаю. А вы сколько лет? Вы, говорю, почему так, говорю, к себе? Ну, вот так вот, киса. Я говорю: знаете что, вы сейчас в эту панику не впадайте. Было очень много таких моментов у меня в жизни, что либо врач неправильно поставил заключение, либо что-то, либо сдали анализ, оттуда же они как-то там берут анализ и проверяют, а там ничего страшного, то есть лечимо. Немедленно, я говорю, завтра с утра пойдите к 3, 4, 5 гинекологам, сдайте УЗИ повторно там и там. Я понимаю, что это деньги, да. Вы можете подумать, киса, это тебе легко говорить, да. Но все ж таки нет ничего главнее здоровья. Вот пойдите, Ирина. На следующий день, по-моему, ближе к вечеру, она мне пишет и где-то плачет, длинное голосовое, говорит: киса, если бы не вы, я бы тут и почахла в этой квартире. Я вот это на себя все... Ой, это все, короче... Я вас послушала. Пошла к врачу и к одному, и второму. Да, сказали, у меня есть эти проблемы, но это все связано еще... Мне врач задал вопрос, какой-то там она объясняла. Я уже, честно, друзья, не помню, но последствия кесарево сечения. Последствия, там какие-то узлы остались, что-то там. Ну, это врач может хорошо рассудить, да, я в этих делах далека, вот, и это в связи с этим у вас. Вам, говорит, просто ну, я бы не стала сейчас трогать, врач был, говорит, хороший очень человек такой, был мужчина, кстати, врач, это было в Краснодаре, вот, и я вам порекомендую каждые полгода наблюдаться, этого достаточно, не стоит ничего трогать сейчас. Ой, друзья, что это я раздевалась, а? Она до такой степени меня успокоила. Мне прям подняли с крылья. Все, теперь и я пойду проверяться. Вот Ирина не обращалась сколько-то лет, и то у нее все хорошо. А я, которая была недавно, все, она мне... То есть, или я ее успокоила, или она меня успокоила, я не знаю. Но что-то произошло у нас. Что такое? Она меня наставила на путь. Я ее, она меня. Ну, вот как хотите, да?
Вот. И я ж вот это поехала проверяться, уже сколько дней я этим занималась, по больницам ездила. Но на УЗИ у врача, у женского, сказали, нет ничего страшного, там мелкие проблемы есть, назначили, что... Но вот на понедельник МРТ. МРТ, пускай посмотрят спину, чтобы исключить, еще буду глотать шлангу и проверю почки свои, сделаю УЗИ, ну и так далее. На почках тоже ж недавно операция была, киста была большая на почке, ее тоже убрали. А вообще стоят, я вот смотрю, коридор, зашла 4-этажное здание, 15-летние, 12-летние, 20-летние. Этих молодых больше, чем стариков. Потому что экология, друзья, загрязнено все вот это. Сейчас нет того здоровья, что было раньше, все равно люди болеют. У каждого свое. Девчонки стояли, Висхана ровесницы, тоже с руками проблемы, с кожей, там, с чем-то, с чем-то, с чем-то, с суставами люди. На МРТ огромная очередь, людей очень много болеют, очень много болеют. Дай Аллах всем здоровья. Я говорю, врагов нет, а если бы и были, никому бы не пожелала я ни здоровья или чего-то плохого. Дай Аллах всем здоровья, всем людям на этой планете, всем здоровья. Потому что это очень тяжело. Если ты болеешь, либо на твоих глазах кто-то из родственников болеет, это все очень-очень-очень тяжело. Дай Бог всем здоровья. Я рада, я аж вздохнула с облегчением. Тут еще намечается день рождения, 28-го Анжела день рождения. Тоже хотелось как-то отметить. Думаю, сейчас как вдруг плохое скажут. А еще накануне, вот завтра мне ехать в больницу, и Софичка заснула, я на нее смотрю и думаю, а вдруг такое случится, что у нее мама серьезно болеет, и она скоро останется без мамы. Она так ручки сложила, спит. Слезы градом, вот это все. Вот строго нужно проверяться каждый год. Поставить себе дату. Перед Новым годом там, или перед майскими праздниками, да, не знают, как вот поставить дату и наблюдаться. Вот от этого числа, чтобы это вот я проверилась на той неделе, да, всю неделю и на той неделе ездила, все эти дни, все ж я к одному, к второму, третьему потратила очень много денег. И еще сколько надо еще покупать всего медикаментов и делать еще УЗИ, и МРТ тоже. МРТ у нас стоит 4500, друзья, но после 8 вечера 3500 и в выходные тоже на 1000 дешевле. То есть после 8 вечера вообще до 12 работают они, после 8 стоит не 4500, а 3500 и в выходные дни тоже 3500. Это вдруг, если кому нужна эта информация. Хорошая клиника, советую всем. Это Берс клиника в Грозном, Гранд-парк, сзади она находится, улица Пионерская. Всем советую, кто живет в Чеченской Республике и за пределами, можете приехать. Очень хорошие специалисты там. Я и на Софишку, когда ходила проверяться, и все эти 9 месяцев ходила, делала проверку. Очень хорошие врачи. Все правильно говорили, назначали. И Хадижа там помогла женщина, хотя объездила, можно сказать, всю центральную Россию, да, где она только не была. Вот женщина помогла. Вот как хотите. Некоторые едут из республики, а вот так вот. Вот такие вот дела. Есть у нас хорошие врачи, есть, просто их нужно найти. Много есть хороших врачей, очень. Вот, поэтому вот так вот. Я желаю всем здоровья. Эльза, ты, наверное, меня сейчас смотришь, она на меня подписалась. Да, она говорит, я, Киса, про тебя никогда не видела, но твоя сестра тебе рассказывала, что в Ведено живешь, и вообще она все о тебе многое рассказывала, поэтому я знаю. Я все это знаю. Ну, в общем, вот так вот, друзья. Я на этом закончу, друзья, этот сегодняшний обзор. Я еще раз прошу прощения за конкурс. Напишите мне все, кто участвует в конкурсе, и в субботу мы, иншаллах, проведем. Вот прям напишите мне, пожалуйста. И сейчас у нас сразу мы сделаем обзор, друзья, очень много посуды. Я же говорю, я привезла много товара, и в состояние как впала, я ничего не хотела, ни обзоров, никуда не ехать, не видеть. Я если куда-то ехала, то так, знаете, где-то отвлекалась, но в основном мои мысли были зациклены на этом. Что-то плохое, сейчас что-то плохое. Потому что давно болит. Ты раньше ставила себе диагнозы просто, давно не проверялась и боялась вдруг там что-то. А в этот раз меня именно беспокоило, именно вот боли, да, и
Ну, в общем, вот такие вот дела. На резекцию желудка однозначно. Однозначно речи быть не может. Я не хочу поехать сейчас улечься, когда идет стройка дома в разгаре, да? Нет. Я хочу довести это дело до конца и туда. Октябрь, ноябрь, когда уже будет прохладно, обязательно. У меня там камни, мне будет операция 2 в 1. У меня там камни нужно удалять и заодно сделаем. Я не хочу, друзья, все эти проблемы, все это лишний вес страшный. Есть он ужасный, график жизни неправильный. Можем целый день есть, потом вечером наесться. Но мы еще с детьми собрались ходить, устроить каждый день. Они как-то года 1,5 назад, еще до Висхан, до армии, да? Они ходили очень далеко. Они где-то ходили... Сколько тысяч километров вы ходили, Висхан? 10 или 15? Положено 10, Анжела говорит, вы больше ходили. Вы ж вот так шли... Нет, сколько? Нет, километров, шагов положено 10 тысяч, а вы 15 ходили. Шагов, я извиняюсь, я просто перепутала. Шагов. И вот они шли сюда, вот как мы ездим в горы, вот так выходили вокруг, по всему Ведено, дышь не Ведено, и аж вот там выходили. Но эту дорогу вы увидите. И вот мы решили с детьми ходить. Будем ходить втроем. Нужно заниматься. Не, это уже через край. Лишний вес страшный, я сама себя ненавижу. Все меня в себе раздражает. Я вижу, что я набрала. И все это, и на спину, как мне мой супруг говорит, это вся проблема твоя, твоя боль, это все твой лишний вес. Все верно. Абсолютно согласна. Если что есть, то нужно признать. Да. И вот сейчас бассейн, ходьба. Это все мы начинаем. Да, это все мы начинаем. Друзья, все. Всем пока. Сейчас не все, что успеем, обзор покажу я, а остальное будет тогда. Босс, голову помоешь. У меня же перед эфиром обязательно нужно помыть голову, надуханиться, одеть чистые вещи. Это все 100%. Но всегда мне спадает платок. Надо невидимки одевать. То, что скользит. Голова помытая, скользит. Вот такие вот дела, друзья. Напишите, кто участвует в конкурсе. Мы в субботу проведем. 100-й раз повторяю. Всем здоровья. Иришке здоровья, моей хорошей знакомой. Большое спасибо Эльзе. Низкий ей поклон. Хороший врач. Советую вам, жители. Ну, приезжают к нам тоже из Ингушетии, из Дагестана приезжают, потому что врачи разные там. Вот. Но я хочу сказать, что очень хорошие врачи. Команда сильная. Берс клиника. Приезжайте, проверяйтесь. Там все вот так вот. Все очень хорошие врачи. Все, друзья, всем пока. Сегодня, что успею, посмотрите обзор. Цены, кстати, очень хорошие. Очень большие скидки. Кастрюли у нас по 9 тысяч. Монтоварки у нас по 6 тысяч. Чайники, кастрюли привезла и маленькие. Для тех именно, у кого семьи небольшие. Кому нужно там просто буквально. Пишите. Все есть в наличии. Привезла все, но не показывала, потому что, ну, депрессия. Давно ее не было, но она пришла, и она была со мной все это время. Вот бы еще завтрашний день бы вот провериться на МРТ, и тогда вообще было бы все хорошо. Всем пока, всем здоровья. Друзья, всем доброго времени суток еще раз. Начинаем мы свой обзор. Софишкин плакат вот так повесили. Хорошо смотрится, правда? Пока еще у нас чисто, но сейчас этот навес превратится в что-то страшное. Место для съемки приготовили, клеенку я убрала. Что-то мне временно надоело все. А? Съемочная площадка готова, да. Висхан повез Софишку к Алие. А мы, друзья, сегодня, знаете, после обзора собираемся, не знаю, как оно будет, получится, собираемся поехать в Ленту. Вот. И у нас Анжелике скоро день рождения, 28 июня. И мы хотим там ей купить подарок. Но она еще не знает, что. Она еще не знает, что. Но я хочу, чтобы это был сюрприз, и чтобы эмоции были настоящие. Она даже не представляет. Она так, она столько вопросов уже задала.
Но она не угадала, не угадает. Потому что об этом не было темы, в ближайшее время вообще это не обсуждалось. Просто я так решила, и меня поддержали остальные члены семьи. Вот. Вот как Софишкин плакатик, да? Портрет, то есть. На фоне зелени классно смотрится. А эти на холодильник приклеили, остальные два. Девочки, смотрите, вот такие вот наборы ложек, вилок. То есть 6 больших вилок, 6 больших ложек, 6 маленьких ложек. Вот так набор, нержавейка, очень хорошее качество. Вот это стоит 1500. Вот такой вот рисунок. Вайберг, смотрите, вот такой вот. Обратите внимание, девочки, очень хорошее качество. Давно пользуюсь этими ложками, мы сами пользуемся. Прекрасное качество. Вы можете взять, сказать, киса, мне таких 20 и таких 20. Вы можете сказать, киса, мне таких 40 и таких 40, да? Либо вы можете сказать, киса, мне нужны большие и маленькие ложки, а это мне не нужно. Да, например, то мы можем посчитать и так. Но вообще, в принципе, набор вот так вот, ложки большие, ложки маленькие, вилки, стоит 1500. Это вот, смотрите, вот такая вот вилки. Вот, у каждого есть какое-то свое название. Вилки ободок называется, смотрите, вот так вот. Вот такие вот, к ним же маленькие ложечки, к ним большие нержавейки, девочки. Очень-очень хорошее качество. Смотрите, какая красота, девочки. Смотрите. Нержавейки. Посудомоечной машине можно использовать вообще не дают ржавчину. Очень-очень хорошее качество. Очень хорошее. Красиво на столе смотрится. В общем, наборчик стоит, девчата, 1500. Комплект вот так вот. Смотрите. С кубиками. Какая красота. Салфетницы по 1500. Девочки, смотрите, Вайберг. Вот такие вот красивые кастрюльки. 3 штуки в наборе, девочки. Очень хорошие кастрюльки. Хорошее, шикарное качество. Идет крышка с золотом. Обратите внимание. Такие вот эмалированные. Подходят ко всем плитам. Также к индукции подходят. Они есть в разных цветах, девочки. Все показывать мы не будем. Есть у нас сделанное фото. И в группах рассылку я делаю. Литраж, обратите внимание на литраж. Вот такие вот кастрюльки, девочки. Набор этот, полностью наборчик стоит 6500. Вот так вот. Цена 6500. Девочки, обратите внимание. Вот такие вот есть расцветки. Есть в черном цвете, есть в белом цвете, в синем. И вот такая чисто светлая, просто написано Вайберг. Очень хорошая фирма, очень хорошее качество. Набор эмалированных кастрюль. Обратите внимание. Цена. 6500. Набор вот таких. Обратите внимание, что крышки идут с золотом, девочки. Очень красиво. Девочки, сковородки у нас, обратите внимание, есть разные. Смотрите, вот такая вот. Смотрите, какой хороший у нее низ. Вот эти вот Линес. Линес это номер 1 в Турции. Можно подобрать под цвет. Все. Кастрюли такого цвета, чайники, мантоварку, все под цвет. Обратите внимание, вот даже вот ОМС, смотрите. Я не говорю, что ОМС плохая, нет, ни в коем случае. Но вот смотрите, ручка, да, тоже неплохая, скажем так. Ну, Линес, обратите внимание на ручку. Какая капитальная дебелая ручка. Это такая сковородка вечно прослужит, просто вечно. Они есть в светлом цвете, есть в крапинку, вот такой вот в темном. Девочки, цена у них 1700. Вот.
1700, 1624 сантиметра. Тоже есть и в светлом цвете, и в темном цвете. Они есть в наличии. Цвета у них есть совершенно разные. Девочки, совершенно разные. Вот 24 сантиметра, вот эти вот 28 сантиметров. Цвета, я же говорю, есть у них разные. Вот так вот это выглядит. И есть еще вот такая вот сковородка, очень удобная, знаете, делать пышки вот эти вот с творогом, и чудушница называется, блинчики хорошо, пышки с творогом, с тыквой, с мясом, рулеты, очень хорошая вещь, очень. Так, раз положил, даже оладушки, так, в тарелочку, очень легко пользоваться ними. Вот, вот эти вот все по 3, по 1700, вот эти вот поменьше 1600. Но качество очень хорошее, девчата. Очень. Девочки, у нас идет открытие. Впервые ящики все упакованные, как вы видите, приходят. Но обзор надо же вам показывать как-то, чтобы вы видели, потому что в магазине это в магазине, а поближе хочется посмотреть, правильно? Это вот такие 3 сковородки вместе, очень удобная вещь. Это вот наборы кастрюлей в черном виде и в розовом. Да, доставай, Анжела. Доставай. Вот 2 цвета. Вот розовый такой, девочки. Это все очень хорошее качество, девчата, очень хорошее. Все хорошо упаковано. Сюда поближе ставим, Анжела, чтобы могли видеть. Все хорошо упаковано. Обзор в самом разгаре у нас идет. Помогают все. Вот те с золотом, а это хоть серебро. Ну, какие красивые крышки, правда? Скажи, Анжела. Смотри. Красивые, да? Очень удобные кастрюльки. Сковородочка такая. Ну, вообще, легкая, девочки, качество отличное. Для небольшой семьи в самый раз. И на дачу можно взять. И это, кстати, я Ольге Уралке обещала такие отправлю ей на дачу, чтобы кастрюли большие не таскать с собой. Набор, да. Она, ей понравились они очень. Мы будем отправлять, Оля, посылочку скоро. Made in Турция. Да, вы видите, девочки. Так, где у нас указан 5 предметов, где у нас указан литраж, Анжелика? Найди, пожалуйста, литраж. Есть где ему указан? Хотя здесь внутри должен быть. Девочки, ну вот такая вот кастрюлька, вот она идет. Вот такая вот кастрюлька, к ней подходит и сковорода. Видите, ручка подходит, крышка, то есть подходит и к большой кастрюльке, и к сковородке подходит. Одна на двоих идет. Турки, я же говорю, это уникальный народ. Они придумают, чтобы лишнего-то и груза не было. Они и так бывают тяжелые. И одновременно ж не используем, правильно? Но здесь, Анжела смотрела, здесь у нас 0,24 сантиметра, это 3-4 литра. 3-4 литра. Вот кастрюлька. Да, например. Далее, сковорода, Анжела. Ты смотрела? (0,24), 2,5 литров. Обратите внимание, 2,5. И это сколько? Посмотри, пожалуйста, тоже такой котелок красивый вообще. Тоже 2,5. Ну, это 2,5. А ты где-то смотрела, да, на балу этот? А, да, здесь вот 20, 22 по 24 и 1,20. Ну, в общем, девчата, вот такой литраж интересный. Понимаете? Очень интересный литраж. Для небольшой семьи в самый раз такая крышечка классная. И кастрюльки. Да, Анжелика, скажи, очень удобные. И ручки очень красивые, обратите внимание. Девочки, 5500 стоит этот набор.
5500. Турция, качество, обратите внимание. И такая же есть в черном. Мы сейчас откроем. Все покажем. Девчонки, сейчас покажу вам обзор на вот такие вот кастрюльки. Постараюсь показать поближе, чтобы вы это увидели. Очень хочется, чтобы вы на них обратили внимание. Какая прелесть, девчата. Какая прелесть. Просто вот. Во-первых, то, что их мало в наборе, да. И еще я покажу, я еще привезла новинки, где небольшой набор, а поменьше уже. Их, во-первых, мало. Во-вторых, у них небольшой литраж. Это именно, вы часто спрашиваете, для небольшой семьи, да. У кого небольшая семья, что положиться в литраж там. Ну вот смотрите, здесь разные, в смысле розовый, я подобрала под цвет, но это разные абсолютно два комплекта. В каждом комплекте по 3 предмета. Да, но я вам сейчас покажу поближе, чтобы было более понятнее. Девочки, ну вот смотрите, чтобы вам было более понятно. Это два разных сервиза. Но их можно, в принципе, купить и по отдельности. Смотрите, есть в темном виде, есть в розовом цвете. Кастрюльки я вам уже показала. Вот они. Смотрите, как зелень красивая, правда? Кастрюльки я вам уже показала. Это набор. Вот он. Вот он набор. Вот этот вот. Я вам его показала. Он стоит 5500. Дальше второй набор. Это сковородочки. На все случаи жизни, девчата. Вот на все. Смотрите, какая красота. Обратите внимание. Шикарное, хорошее качество. Вообще отличное. На все случаи жизни, девочки. Вот на все случаи жизни. И утром на завтрак, и зажарку можно сделать. Хлебушек можно печь. Прям хороший, маленький. Башка пекла хлеб, какой хороший получился. Аккуратненький такой маленький. Это бывает, когда там пару человекам на завтрак буквально там, да, 4 яйца пожарить, завтрак сделать, да, пожалуйста. Очень для такой, для семьи, для небольшой, на 2 человека, на 4 человека семья. Очень отличная вещь, потому что вы часто пишете, что Киса, семья небольшая, но нам нужно вот что-то небольшое, да. Вот такие вот. Это вот большая сковородка, средняя и маленькая. Обратите внимание, какие ручки красивые, девочки. Это вечная посуда, просто вечная. Обратите внимание, какое качество хорошее, девочки. Смотрите. Как еще вам ближе объяснить, как еще лучше вам показать? Я всегда стараюсь изо всех сил, чтобы вам было это понятно, насколько это вообще возможно. В общем, вот так вот. Она до подруги поехала. Вот, подружки очень. Девочки, вот смотрите, вот такой набор красивый. Вот так вот это смотрится. Здесь поверхность ровная, а здесь вот рифленая, обратите внимание. Девочки, и вот в таком цвете. Но это вообще, знаете, цвет такой, цвет хамелеон, я уже говорила. Здесь, значит, вроде бы они зеленые, и вроде бы дает цвет фиолетовый тоже, обратите внимание. Вот у них в этих кастрюлях цвет хамелеон. Очень хорошие кастрюльки, удобные, не нагревающие ручки. Что здесь, что здесь. Вот, про литраж мы вам уже говорили. Еще раз я напомню. 20 сантиметров, это 2,5 литра. 2,5 литра. Вот кастрюлька. Пожалуйста. Это 2,5. Смотрите, какая красивая крышечка, девочки, обратите внимание. И очень удобные кастрюльки. Очень удобные. Турция. Вот такая вот сковородка. Смотрите. Вот сковородка. А, я хотела крышку. Нет, крышка с этой, с большой кастрюли и сковорода одна общая идет крышка. Вот она вот так подходит. И вот такая вот кастрюлька тоже. Посмотрите. Здесь у нас сейчас скажу, секунда. Здесь у нас 24 сантиметра, 3-4 литра. Не знаю, видно или нет.
Вряд ли видно. Не видно. Может и видно. 3-4 литра. Вроде бы так видно, да? Вот такие вот красивые. Обратите внимание. В крапинку, да? Какие красивые. Правда, друзья? Не пригорает лук. Ничего не происходит. В розовом цвете. Обратите внимание, что это не полный набор, девочки. Я просто цвета подобрала. В наборе идет 3 штуки. Это 3 штуки. 2 кастрюли, сковорода. Здесь 3 сковороды. Большая, средняя, маленькая. Это 2 разных набора. Также и здесь. Просто я цвета подобрала, чтобы кто захочет, может купить даже киса, как обычно. А можно и тот нам. Мы хотим на дачу взять, к примеру, или на квартиру, да, люди берут. Ну, вот так вот. Хорошее очень качество. Вот черные сковородки. Посмотрите, пожалуйста, тоже большая, маленькая, средняя. Тоже вот в крапинку. Очень хорошее качество, девчата, очень хорошее. Они, вот этот набор стоит 4 500. Вот такой набор. 3 сковородки. Согласитесь, что цена очень хорошая. Очень хорошая. 3 500 стоят вот такие вот. Большая, средняя и маленькая. Это завтрак там на 2 человека можно. Можно 4 яйца пожарить на завтрак. Можно вот такой вот хлебушек печь. Тесто положить и все. Вот, пожалуйста, готовый хлебушек. И зажарочку можно сделать. И картошку можно пожарить. Все что угодно. Вермишельку можно с подливой сделать. То есть, как вам угодно. В общем, я подобрала под цвет. Цены я вам назвала. Вы выбираете. Можете 2 в одном цвете купить. Можете один такой цвет, другой такой цвет. Разницы нет. 5 500, 4 500. То есть, понятно, да? А под цвет я люблю все так подбирать под цвет. Девочки, также под цвет розовые поварешки. С вот такой вот штучкой. Очень-очень удобная вещь. У нас такая есть. Мы пользуемся. Вот эта штучка нужна для того, чтобы... Вот раз, открывай крышку, Анжелик. Готовим с тобой там. Помешали, да? Вот розовый под цвет. Все хорошо помешали. Раз, положили. Тут кастрюльки варится у нас там что-то. Да? Открыли кастрюльку. В кастрюльке там что-то сделали. Попробовали на вкус. Ладно. Это поставили. То есть все стоит. Ничего не капает. Никаких тарелок не наставлено. Все очень-очень-очень классно происходит. Абсолютно. Щипцы. Вот такая лопата. Мяско достать, да. Очень классная вещь. Очень. Ну, естественно, вы всем не будете пользоваться одновременно, да? Но вот так вот. Все под цвет, все когда под цвет, все, да, все очень много. Здесь, обратите внимание, здесь много предметов. Вот много. Есть стаканчики круглые, у них поменьше. Вот здесь много предметов. Вот, девочки, чтобы вы понимали это. Вот такой вот наборчик стоит 2 500. Вот так вот. Обратите внимание, какие красивые. Девочки, вот так вот в наборе 4 эмалированные кастрюльки. Девчата, с золотом они идут, обратите внимание. Кастрюли идут с золотом, а это производство Германия. Покажу вам. Смотрите, вот в наборе 4, вот 3 кастрюли, 1 сотейник. Вот так вот это смотрится. Ну, золотом крышка. И вот такой вот сотейник. Вот. Германия. Обратите внимание. Эмалированные. Очень хорошее качество. Тоже для них вот эти вот, кстати, поварешки. Отличный вариант, чтобы не царапать стенки кастрюли. Раз, помешал тоже. Такая кастрюлька удобная. Мне можно и соусы, супы, борщ приготовить. Все что угодно можно. Правильно, Анжела? Красиво, скажи? Да. Очень красивая. Хорошее качество, девочки. Вот такие вот. Литражи обязательно покажу.
Вот такая вот кастрюлька. Всего 4 предмета в наборе. Ну, считается 8. Предметы считают вместе с крышками. Считается, что их 8. Это вот очень хорошо подходит. Знаете, многие берут, девочки, у меня сервизы. Называется фрукты. Вот к ним и как раз такие кастрюльки тоже. Смотрите, какая красота. Вот. И в таком вот синем цвете. К нему тоже можно, кстати, подобрать набор, сервиз. И на 6 персон, и на 12 персон. Вот такие вот. Доску можно вот эти кухонные подобрать. Сервиз можно на 6 персон, а можно на 12 персон с такой вот расцветочкой. То есть все можно. Набор досок. Купить синие поварешки к нему. К нему и белые подойдут, и синие. Вот у меня синий набор, например. Вот. Но в этом наборе вот так вот идут 4 предмета. 8. 4 кастрюли и 4 крышки. Вот такая вот красота, девочки. Обратите внимание. Нигде нет никакого брака. Ничего, все крышки сидят ровно. Обратите внимание. Вот такая вот красота, девочки. А доски кухонные, вот видите, уже 4 предмета в доске. Кстати, девочки, я хотела, они разные есть у меня с цветами. Я не знаю, если мы сегодня успеем обзор сделать, мы сделаем. У меня есть набор, в которой 2 доски. Там женщине одной пришел брак, и я доставала отсюда, отсылала ей. В общем, я бы сейчас это продала за 1000 рублей. Здесь 2 доски в наборе. Каталку и маленькую доску я отправила. Вот. А вот это продается за 1000 рублей отдам. А вот так вот идет набор целый. Обратите внимание. Девочки, ну вот так вот. Набор таких кастрюлек стоит 6500. Цена у них, каждый набор 6500. Обратите внимание, сейчас покажу вам, какие еще есть расцветки. Цветочки, фрукты, золото, синенькие, вот такие вот. Вот, смотрите, на их размеры. 8 предметов. Ну да, считается с крышками. Германия. Но расцветки у них есть разные. Девочки, вот про эти кастрюльки я говорила. Вы знаете, что эта серия кастрюль, в них есть 5 предметов, то есть 4 кастрюли и сковорода. Но всего-то пишется 9, считается с крышками. Но итог тот, что 3 кастрюли и сковорода в этих наборах. А там 4 кастрюли и сковорода. Многим, я знаю, не нужно столько. Вот, поэтому и форма разная, и количество разное. Может, кому-то не надо. Я вот подобрала под цвет красные и вот эти вот ополошки эти разные. И вот эти вот наборы, они есть с ножами и без. В данном случае они идут без ножей. Но есть такие, в которых есть и ножи. Ложки. Есть 12 предметов, есть 6 предметов. Здесь, например, по 12. 12 ложек, 12 вилок, 12 маленьких ложек. Это комплект вот такой. Вот он. Смотрите, красный перламутровый. Очень-очень подходит под вот эту посуду. Очень. И ополовники вот эти тоже. Они тоже очень кухонные предметы. Очень-очень хорошие. Качество у них. Хорошая вещь. Но кастрюльки, я их называю, знаете, мы дома так называем. Это у нас идут как котелки, а вот это вот пузатенькие, да. Вот абсолютно черные, абсолютно с блеском еще, друзья. Очень блестят внутри. Такая как матовая поверхность. Смотрите, какие они красивые, девочки. И 4 предмета в наборе. Здесь, значит, сковородка 20-280.
3 литра. Вот, 3 литра. Вот такая вот сковородка. Смотрите, какая она красивая, девочки. Обратите внимание, с блеском. Я еще такой красивой посуды не видела, машалла. Смотрите, как. В таком же точно есть в красном цвете. Вот здесь просто у нас идут котелки, а есть вот такие пузатенькие, как вот черные, вот так же вот блестят в красном виде, девчата. Точно такие. Обратите внимание, какая только красота. Видите? Как я и говорила, с большой кастрюли крышка подходит к сковороде. Она идет 1 на 2. Вот она плотно садится. Здесь вот есть такая штучка. Вы не думайте, что это брак. Это не брак. Это вот обычно бывает, да, на кастрюлях. Вот на этом наборе, кстати, даже есть. Вот видите? Здесь крышка ровно идет. Вот она ровная, но здесь наверху вот такие вот дырочки, чтобы пар выходил, да, это понятно. На этих крышках этого нет, здесь специальная крышка за счет этого момента, вот так вот, здесь не совсем ровная поверхность, но крышка садится хорошо. Вот она села и сидит, вы видите, да? И также на этой кастрюле, на всех они, вот здесь, видите, вот такой сгиб. Это приветствуется, это за счет этого выходит пар. Потому что многие не знают, не думайте там, что я 100-умовая. Нет, у меня часто были проблемы с тем, что люди не знали и говорили, что я выслала брак. Поэтому я говорю. Какая трава красивая, правда? Зелень прям вообще красота. Смотрите. Смотрите, девочки, вот такая, вот так вот идет эта кастрюлька, тоже внутри черная блестящая поверхность, антипригад, не пригорает еда, 20 сантиметров, Made in Турция. Блестят они, очень-очень красивые кастрюльки, смотрятся просто шикарно, вот просто шикарно. Вот такие вот блестящие крышечки, вот, с большой, нет, значит от этой, да, вот, подходит крышка, обратите внимание. Вот такая вот красота, девочки, они очень блестят и очень красивые. К ним и ложечки набор, ложки, вилки, и ополовники тоже подходят. Смотрите, какая красота, какие красивые кастрюльки. Это новинки, девочки, они у нас впервые. Я их сама тоже раньше не видела, привезла, но я же говорю, что я была в этом состоянии, поэтому ничего не показывала. Вот такая вот красота, обратите внимание на эти кастрюльки. Очень красиво. Значит, в наборе, девочки, идут вот так вот 4 предмета. 7, ну еще и крышки. Вы видите, да? Вот так вот. Цена у этого набора, девочки, 8500. Вот. Это все стоит 8500. То же самое здесь. Поварешки тоже, обратите внимание. Ложек, правда, черных нет, но от поварешки вот такие вот в крапельку. Очень красивые. Вот. Вот такая вот посуда. Очень хорошие у них ручки, девочки. У них вот фирма вот эта вот Limes, у них очень хорошее качество. Это в Турции номер 1. У них шикарные ручки. На сковородках вообще просто шикарные, которые всю 100 лет прослужат. Обратите внимание, какие хорошие ручки на сковородке, девочки. Обратите внимание. Вот такая вот красота. Вот такой вот тоже. Смотрите. 26 сантиметров, сковородка 28. Сотейник идет такой вот. Смотрите, тоже какой красивый, девочки. Красота красотушечная. Ничего не скажешь. Абсолютно. Давайте сюда вот так вот. Красота. Очень красиво. И также вот эти кости. Смотрите, как они блестят. Какие они красивые, девочки. Такой точно котелок есть и красный. Вот это нет, пузатенькие. Вот у нас идут как котелки. Обратите внимание, как они выглядят. Видите? Они идут как котелки.
Вот. А вот это у нас как пузатенькие называют. Пузатенькие. Такие же есть и красные. Такие же есть в другом цвете. Шикарные. Просто шикарные. Я сказала, девочки, 8500 цена. Все есть в наличии. Допустим, вот этот вот котелок у нас. Это 2,1 литр. Вот, 2,1 литр. Самый большой у нас. Сейчас, секунду. 6,6 литров. 6,6. Самый большой. А там борщ варить. Плов можно. 6,6. Сковорода у нас, девочки, 3 литра. 3 литра сковорода. Вот. И вот эта вот средняя кастрюлька. Сейчас тоже вам покажу. Она у нас идет 3,8 литра. 240 миллиметров. 3,8 литров. Вот. Вот такая вот посуда. Ой, неправильно поставила. Здесь тоже с большой сковородкой крышка подходит на вот эту вот сковородку. Вот. Все, пожалуйста. Сегодня все показать не успею. Остальное будет в другой серии. Мы сегодня все снимем, все покажем сегодня, но продолжение будет в другой серии. Еще очень много будет кастрюли, девочки, которые идут отдельно, поштучно, как кому нужно. Разные будут. По 3 кастрюльки маленькие будут. И поштучно кастрюльки очень много еще будет. Очень-очень много. Такая кастрюлька удобная, мне нужны соусы, супы, борщ приготовить, все что угодно можно. Правильно, Анжела, красиво, скажи? Да. Очень красиво. Хорошее качество, девочки. Себя не покажу. Я тот день очень была не в настроении, без макияжа вообще. Себе не нравлюсь очень сильно.